15 мая в нашем выпуске вышел сюжет о работе перинатального центра, в котором прозвучала некорректная информация о количестве мертворожденных детей за майские праздники. Наш телеканал приносит извинения, и сейчас предлагаем вашему вниманию репортаж Дианы Дударовой. В этом году перинатальный центр региона продолжает оставаться в эпицентре общественного внимания. Большой скандал, бесчисленные жалобы и страшные откровения пациентов на просторах интернета. Руководство региона пошло на кардинальные изменения. Сменили главврача РКПЦ, а позже назначили нового исполняющего обязанности министра здравоохранения. Главная задача, которая стояла и продолжает стоять перед центром республики – снизить младенческую смертность, повысить квалифицированную помощь, оказываемую детям и женщинам. По словам ныне действующего главного врача Мадины Хутиевой, работа в этом направлении активно ведется. Расставили приоритеты, исходя из своих финансовых возможностей на начало года. Мы направили все свои ресурсы на то, чтобы снизить младенческую и материнскую смертность. В первую очередь младенческую смертность, ну и, соответственно, снизить инвалидизацию и повысить квалификацию. Учитывая, что торги еще не были разыграны, конечно, нам много чего не хватало. По разовым контрактам было закуплено по возможности, да, опять же, исходя из приоритетов, были закуплены медикаменты, расходный материал, постарались как-то выйти из этой ситуации. Еще в начале года правительство Ингушетии отметило необходимость повышения квалификации работников организации. За последние полгода в перинатальном центре обучающие тренинги, семинары и лекции провели сильнейшие специалисты из ведущих медучреждений страны. Также на базе перинатального центра совместно с кафедрой акушерства и гинекологии ИНГУ еженедельно проводят лекции. Уровень оказываемой помощи в РКПЦ должен быть выше, чем в обычном роддоме. Сюда поступают самые тяжелые пациенты. Особенно напряженными в этом году для перинатального центра выдались майские выходные. В отделение интенсивной терапии, патологии новорожденных и реанимации с 30 апреля по 10 мая поступили 85 пациенток. Более половины из них в экстренном порядке. Привозили в тяжелом состоянии также из Малгобекского и Сунжинского родильных отделений. Сейчас все места в реанимации заняты. В тяжелом состоянии находятся новорожденные. Врачи борются за их жизнь. Женщины сами нездоровы, анемичные. Анемии такие, что вот у нас была недавно комиссия, они очень удивлялись, что у нас очень много тяжелых анемий, средней степени тяжести анемии. А это гипоксия внутриутробная, это кислородное голодание плода, это потом наслаиваются другие осложнения, которые приводят к преждевременным родам, к отслойкам. Очень много женщин с артериальной гипертензией, с эклапсией, когда поднимается артериальное давление, варикозная болезнь вен, нижних конечностей достаточно серьезная. И с каждым годом больше становится соматики. Соматики – это те заболевания, которые с беременностью не связаны, но обостряются или провоцируют осложнения во время беременности. Это и заболевания сердца, и заболевания мочеполовой системы. В основном это женщины в возрасте от 19 до 35 лет. Врачи отмечают, прежде всего причиной запущенного состояния и необратимых процессов становятся стрессовые ситуации, поднятие тяжестей, уход за больными родственниками. Врачи напоминают, беременная женщина ни в коем случае не должна переносить тяжелые моральные и физические нагрузки, так как это и приводит к преждевременным родам и кровотечениям. Рождение ребенка – это не только забота женщины, которая беременна, которая должна родить этого ребенка, а это семейная забота. Да? Эту женщину это немножко поберечь, поохранять ее здоровье, где-то может дать ей больше отдыха. Вот сегодня мы разговариваем. На самый маленький пациент, который поступил за эти выходные дни, это 550 грамм, маленький. Родился преждевременно, в тяжелом состоянии. Но этому малышу еще сколько надо было, да, внутриутробно жить и развиваться. Разговариваем с родственниками, разговариваем с мамочкой, да, с отцом ребенка, стрессовые факторы. А самой большой ошибкой всех женщин, поступивших, стало позднее обращение за помощью и невнимательность к своему здоровью, отмечают врачи перинатального центра. В основном это были случаи отслойки плаценты, когда очень тяжело спасти. Главврач призывает женщин и ее родных обращать больше внимания на свое здоровье, вовремя становиться на учет, обращаться к специалистам, участковым врачам. По опыту видим, что женщины не совсем внимательны к своему здоровью и не совсем внимательно относятся к своей беременности и немножко, скажем, не совсем ответственно к будущему ребенку.
в ответе за здоровье не только мы в ответе за здоровье беременных женщин, но и в первую очередь они сами должны отвечать за свое здоровье и обращаться вовремя к специалистам, к участковым акушер-гинекологам. Еще одна проблема, с которой продолжает бороться новое руководство центра – коррупция. Убедительно просят сообщать о любых фактах дачи и требования денег. Позвонить могут по номерам горячей линии, которые указаны на каждом этаже. Максимально открыто населению и пациентам главврач. С первых дней вступления в должность Мадина Хутиева сообщила свой личный номер и просит по любым вопросам ущемления прав пациентов звонить ей. Правда, признается, что звонков ожидала больше. Не могу сказать, что их стало меньше или больше. Они также одинаково. Но проблемы больше люди пытаются озвучивать в каких-то приложениях, да, на каких-то страницах определенных. Ну, вот как-то не скажу, что народ до конца открыт. То есть не готов, наверное, озвучивать свои проблемы вот, открыто. Поэтому иногда бывает, что какие-то жалобы, они на самом деле мы сразу же откликаемся на жалобы какие-то, не всегда они подтверждаются. Тоже как бы вот такие вот моменты есть. Нерешенными еще остаются технические проблемы здания. Благодаря усилиям главы региона появилось тепло в холодных помещениях. Решился вопрос с отоплением. Правда, не закрытыми еще остаются вопросы с фасадом, с продуваемыми окнами, трещинами на стенах и не только. Неоднократно и Министерство здравоохранения тоже обращалось к застройщикам. Своими силами пытались устранить те проблемы косметического характера, которые есть. На нужном уровне уже об этом знают. И мы ждем помощи в плане устранения тех технических неполадок, которые у нас на сегодняшний день в центре есть. Качество оказываемой помощи в первую очередь зависит от квалификации специалистов, оснащения и обеспечения медикаментами и расходным материалом, отметила Хутиева. И они намерены и дальше работать над повышением этих показателей. Республиканский перинатальный центр на сегодняшний день является ведущим родовспомогательным учреждением, определяющим основные направления развития акушерской, гинекологической и неонатальной помощи в Ингушетии. Штат организации насчитывает более 800 сотрудников. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.